Студия 11 начинает свою работу. Мы приветствуем вас у экранов телевизоров. Сегодня мы будем рассказывать, удивлять, делиться полезными советами и поднимать настроение. И вот что мы приготовили для вас на ближайшие полчаса. Копейка рубль берегла. Легендарные советские авто служили десятилетиями. Ни до, ни после копейки сборщики так и не смогли создать таких долговечных автомобилей. 100 лет коми-печати. Почему дедушка писательницы Елены Габовой взял псевдоним «Грустный»? В 1937 году Жуголь был арестован. Следствие и пытки тянулись 3 года. Кактусы атакуют. Как вырастить в квартире 2000 полезных колючек? Все растения практически взяты, начиная с Северной Канады до последнего острова Огненная Земля. И для начала несколько слов о праздниках и датах. Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным красивый весенний праздник – День подснежника. Свою историю он ведет из Англии. В разных странах этот цветок называют по-разному. Англичане называют его снежной каплей или снежной сережкой, чехи – снежинкой, немцы – снежным колокольчиком, а мы – подснежником. Эти цветы прекрасны, но только в природе, ведь сорванные они живут всего несколько дней. В настоящее время большинство видов подснежников занесено в Красную книгу как исчезающий вид. Собирать их нельзя. А 19 апреля 1970 года со сборочного конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль ВАЗ-2101. Прозванный в народе «Копейкой», этот автомобиль оказался маленьким шедевром. Ни до, ни после копейки сборщики так и не смогли создать таких долговечных автомобилей. Прототипом «Копейки» был Fiat 124. «Копейка» вскоре стал настоящим народным автомобилем в России. А еще в этот день, 75 лет назад, создали Главное управление контрразведки СМЕРШ – «Смерть шпионам». На решающем этапе войны было решено объединить руководство двумя важными сферами – обороной страны и безопасностью войск. В военной контрразведке состояло несколько тысяч человек. В 1946-м органы контрразведки СМЕРШ были реорганизованы в особые отделы и переданы в ведение новой структуры – Министерства государственной безопасности СССР. Ну а теперь к новостям из жизни нашей республики. Красота в разрушении. Выставка воркутинского фотографа удивила зрителей своей противоречивостью. На работах изображены старые заброшенные здания, забытые людьми. Мы можем по фотографиям явно четко отследить, как природа возвращается на круги своя, как она берет свое, как это все превращается опять в землю, в песок, потом в траву. Жизнь после людей. Так логично назвал автор свою экспозицию. Семейное хобби, удивившее всю публику. Участниками открытого кубка Коми по бодибилдингу стали мама и дочь. Сейчас мама выступает на этой сцене вместе со мной. Это моя мечта, которая исполнилась. Мы выйдем в одной категории. Не хватает только брата на сцене. Кстати, он тоже из спортсменов, занимается пауэрлифтингом. Из современности в древнюю самобытность школьники из Коми попробовали окунуться в прошлое, сняв видео под названием «Один день в Коми-доме». Распределили даже роли и обязанности. Кто-то носил воду и готовил еду, а кто-то просто пел песни. Сарапан, сарапан, ича сенетан, сарапан, сарапан, ауэ сенетан. Мы продолжаем серию сюжетов, посвященных вековому юбилею Коми-печати. И сегодня мы расскажем о писателе Николае Попове, который работал под творческим псевдонимом Жуголь – «Грустный». Попов Николай Павлович родился в Усть-Сысольске в 1901 году. Обучался в начальной школе, потом в учительской семинарии. Но, не доучившись в ней, в 19 году принимает участие в гражданской войне. После войны начинается журналистская и литературная деятельность. Он пишет пьесы, критические заметки, берет себе литературный псевдоним «Жуголь» – «Грустный», словно предчувствует свою трагическую судьбу. Заканчивает в Москве институт журналистики и одновременно работает редактором 3 изданий «ВР-Лечич», «За Новый Север» и «Ударник». В 1937 году Жуголь был арестован. Следствие и пытки тянулись 3 года, после чего его приговорили к 8 годам лагерей за контрреволюционную деятельность. В 1945 году Попов Николай вышел на свободу, встретился со своей семьей. Но счастье было недолгим. В
1951 году его вновь арестовывают и отправляют в ссылку навечно в Красноярский край. Избавление пришло в 1953 году со смертью Сталина. Несмотря на столь ужасную судьбу, Жуголь не порвал с литературой. После 20-го съезда КПСС для него начался новый этап в творчестве. В эти годы были написаны пьеса «Вежгыяс», «Бурные волны», рассказы, повесть «Настя» и другое. В основе произведений писателя лежат сложные драматические жизненные ситуации. Он исследует трудные человеческие судьбы. В 1967 году за заслуги в развитии советской литературы Жуголь награжден орденом Красной Звезды. Попов Николай Павлович скончался в 1971 году, однако дело писателя живет в его потомках. Известный детский писатель Елена Габова является внучкой писателя. Зимой и летом одним цветом. Зеленые с иголками, елки нет, кактусы. Кстати, их колючки, это доказанный факт, служат ионизатором воздуха, а значит, кактусы не только красивы, но и полезны. И хотя эти колючки и считаются очень неприхотливыми растениями, чтобы они росли, цвели и радовали, необходимо за ними правильно ухаживать. Наш земляк из Микуни Александр Комиссаренко знает, как это делать. В его цветущей коллекции более 2000 видов этих растений. Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста, как правильно называется ваше хобби? Мое хобби, значит, называется по-разному. Бывает кактусоводство или просто чисто разведение кактусов и суккулентов. То есть все, которые растения, значит, произрастают в засушливых районах и содержащие минимальное количество сока, ну и способствует тому, что они произрастают именно в самых страшных условиях, казалось бы, для лиственных растений, и выживание у них почти стопроцентное. Вспомните, с чего все начиналось? Откуда вообще идея появилась? Сам-то я родом с Молдавии, почти со столицы Кишинева, недалеко, в 1972 году. Просто получается, что у нас соседский был дедушка такой, вот, имел теплицу. Вот, и наши, как говорится, вот это вот все взаимопонимание, разговор, 6 наших соседских мальчиков, вот все этим занялись. И получается, что один единственный до сих пор и остался до конца. Все как бы немножко кто-то так чуть-чуть занимался, кто больше, меньше, ну, единственный остался до конца. Уже получается 46 лет. Сколько у вас вообще таких любителей флоры? И есть ли единомышленники? По республике пока один. Я не мог не найти это взаимопонимание, потому что, видимо, либо слишком люди отдалены от всего этого, как-то так в частности, или же, например, не столько, как говорится, масштабно занимаются, как вот я, например, с детства. То, что приехал сюда, с южного района, можно сказать, и все, мне это быстрее, больше как-то по нраву стало. А так-то, если поддерживаю связь со всеми многими сайтами, и с западными, и с нашими по России. Александр Васильевич, а сколько примерно в вашей коллекции кактусов? В общей сложности получается около 2000. А здесь, в этой комнате, где-то 1500, где-то 1600. То, что есть еще одна комната, которая я размножаю непосредственно более дорогостоящие растения и с применением прививок. Александр Васильевич, а расскажите, каким из кактусов были сделаны прививки? Ну вот, если присмотреться, например, вот есть которые кактусы очень разного вида, ну, что нижняя часть более зеленая, а сверху какие-то как бы головочки такие вот непосредственно. Вот здесь вот, потом, значит, вот сама прививочка. Это сама сущность в чем? Что этот кактус, нижняя часть, он питает вот этот дорогостоящий кактус, который я прививаю. Вот, например, этот малыш привит был вообще мизерный. Он, получается, за счет этого питания растет намного лучше и, как говорится, сохраняется. И самый важный момент, каковы должны быть окружающие условия? Сама пленка здесь я устанавливал буквально недавно, до того, как солнце стало ярче, значит, светить, для того, чтобы растение от спячки зимней разбудить рассеянным светом, но не то, что солнце начало бы обжигать все места, как вот, например, если человек поедет, значит, в Крым и не привыкший к этому, он, как правило, на солнце может просто сгореть без подготовки определенной. Конечно же, интересует география вашей коллекции. Обязательно. Все растения практически взяты, значит, начиная с Северной Канады до последнего острова Огненная Земля, значит, Америка северная, южная. Потом, помимо этого, есть суккулентные растения, непосредственно уже не кактусы, а просто суккулентные растения, тоже, которые взяты из разных регионов Африки, Мадагаскара. Ну а как-то вот человек хочет начать заниматься этим делом, где он может семена заказать? Сайты огромное количество.
Это можно в интернете все найти. Потом, значит, если уже больше начинаешь знакомиться, как-то отсев идет те, которые менее, там, более, значит, серьезные люди появляются, которые... И в конечном счете, это, в частности, можно познакомиться уже непосредственно на выставке с людьми. Александр Васильевич, скажите, можно ли заработать на этом увлечении? Нет, сразу скажу, потому что здесь масштаб не тот, как в производственных, промышленных, вот, например, в Голландии, различных, в Германии я смотрел огромнейшие теплицы, там уже, конечно, постановка все сделается на то, чтобы на продажу, вот, огромных количествах, там, посевы, все, и это добьется видеть и понять, о чем идет речь. Здесь же в своей квартире, например, не того, чтобы продать именно что-то, мне задается целью. В частности, даже больше проигрываю, чем что-то иметь с этого, но это чисто для удовольствия. Про кактусы все знают, что кактус можно поставить у компьютера, и он будет собирать в себя вредное излучение. А когда такое количество кактусов вокруг, что это дает человеку? В том-то дело, что я могу сразу опровержение дать тому, что возле компьютера кактус нельзя ставить ни в коем случае. Почему? Потому что растение рано или поздно чахнет не от того, что оно впитывает эти микроволны. Это, конечно, как бы, можно сказать, утка такая подсадная тому, кто это продает. Фирмы непосредственно, чтобы распространять. Маркетинговый ход. Да, и здесь получается, что в любом случае растение как бы без света, без условий тех, что он должен произрастать, он начинает чахнуть. И люди вот это думают, иначе он внимает в себя микроволны. Это нет. Лучше этим не заниматься, просто жалко растения, зачем травмировать и все остальное. Телезрителям мы можем порекомендовать беречь кактусы и ставить их все-таки поближе к окошку, да? Конечно, да. И если кого-то заинтересует то, что я рассказал, хотя бы чуть-чуть, значит, через редакцию можете узнать мои контактные телефон, там, значит, адрес, все остальное. Чем смогу, помогу. Да я хотел бы расширить, конечно, чтобы в республике больше было таких людей, хотя бы приближенных ко мне. Четверть часа пролетела незаметно, но впереди еще много чего интересного. Внезапные идеи. Куда потратить миллионы? Например, одна из туристических фирм разработала кругосветный маршрут для 50 миллиардеров. Так куда тратить? Уроки финансовой грамотности. Вы хотите быть финансово грамотным? Тогда вы должны ответить на эти тесты. Атлас новых профессий. Как правильно выбрать работу мечты? Например, IT-проповедник, да, то есть мы тут же начинаем думать, что же это такое. Все в жизни относительно. Для кого-то миллион – сказочная сумма, а для другого это просто счет за уикенд. Как путешествуют миллиардеры? Каких парикмахеров выбирают миллионеры? Интересно взглянуть на это. Топ-4 поводов потратить большие деньги. Например, одна из туристических фирм разработала кругосветный маршрут для 50 миллиардеров. Условия шикарные. Каждому представлен личный специалист. А в качестве гидов выступают агенты секретной службы США в отставке. Такой тур обойдется в 14 миллионов долларов. А сувенир на память – золотые палочки для коктейлей с белыми и голубыми бриллиантами. А вот на востоке Китая есть целая деревня, где живут только миллионеры. Там всеобщее равенство. У каждого шикарная квартира или дом, огромные счета в банке, дорогие авто и прочие атрибуты роскоши. Бюджет общий, образование и медицина бесплатные. Есть страховка по старости и жилье для молодых. Но решивший покинуть деревню лишается всего. Стилист Россано Ферретти делает необычные стрижки своим знаменитым на весь мир клиентам, за которые берет от 1500 до 5000 евро. После сеанса у мастера волосы поистине становятся роскошными, ведь он применяет уникальную технику невидимой стрижки. А можно просто раздать свои миллионы, как это сделал Карл Рабедер, шикарно живший с женой на Гавайях. Он передал все свое состояние организации, которая борется с голодом в Африке. Теперь он живет в уютном домике, ведет тренинг «Сколько денег нужно для счастья» и говорит, что снова ощутил свободу и искреннее отношение людей. Между прочим, каждый богатый или просто обеспеченный человек чаще всего обладает колоссальными знаниями в области финансов. Незнание основ финансовой грамотности может привести к неразумным, а порой и критическим решениям, влекущим за собой либо потерю своих денег, либо попадание в финансовую или кредитную кабалу, либо, что еще хуже, обвинение в мошенничестве. С чего начать восполнение пробела? А может, ваших знаний вполне хватает для безбедной жизни? Начнем с азов. Подробности в сюжете Анны Зубаревой. Если вы хотите проверить уровень своей финансовой грамотности, поторопитесь. До 21 апреля сделать это просто. Достаточно с компьютера или телефона зайти на сайт finzachет.ru. Онлайн-тест состоит из 30 вопросов. Ответивший верно минимум на 24 из них награждается персональным сертификатом. Свои силы попробовали и студенты одного из сыктывкарских вузов.
Некоторые вопросы были достаточно сложные, с подковыркой, можно так сказать. Сложные вопросы, наверное, были, да, как уже было сказано, по пенсионному фонду, вот, потому что мы сейчас пока молодые, еще не совсем об этом задумываемся. О многом задуматься можно, пройдя этот тест. Ты уже думаешь, так, а что будет, если я там в ДТП попаду, были такие вопросы. Интересные были вопросы про ОСАГО, потому что я не автовладелец и у меня нет прав. То есть, на эти вопросы я сделала ошибки, потому что я совершенно ничего об этом не знаю. Тест помогает восполнить пробелы знаний по тем вопросам, которые вызывают трудности. Интернетом и другими источниками информации пользоваться разрешено. Сегодня зачет проходит в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Но организаторы рассчитывают, подобное финансовое испытание станет ежегодным. Вы хотите быть финансово грамотным? Тогда вы должны ответить на эти тесты. Потому что наша жизнь на самом деле настолько быстро изменяется, настолько много мошеннических действий на рынке, на финансовых рынках, банковской деятельности, в иных сферах. Не обладая каким-то абсолютным минимумом финансовых знаний, невозможно избежать ошибок. Поэтому необходимо постоянно учиться. Чтобы проверить этот уровень знаний, проходите финансовый зачет. К слову, студенты, проходя тест, показывают высокие результаты. Есть и те, кто набирает все 30 баллов. Я тоже решила узнать, насколько хорошо ориентируюсь в мире финансов. На прохождение теста давался 1 час, и я его прошла за 40 минут. И вот 25 правильных ответов из 30. Мой персональный сертификат пришел на почту буквально через 1 минуту. Друзья, будьте грамотны не только в разговорной речи или в письме, но и в финансовых вопросах. Северин, немного воспоминаний. Ты кем хотел стать в детстве? Достаточно прозаично, но романтично, летчиком. А меня всегда тянуло в педагогическом направлении. В детском саду хотела стать воспитателем, потом учителем начальных классов, учителем математики. Все университетские годы готовилась преподавать русский язык и литературу. Но вот так сложилось, что ни дня не работала по специальности. Запись в моем дипломе и место работы телевидения тоже не совпадает. И хотя я ни о чем не жалею, было бы здорово определиться с профессией. Но если не в детстве, то уже в среднем звене школы точно. Да уж, нынешней молодежи очень повезло. Масса техник и методик не дадут тратить время на ненужную учебу и позволят сосредоточить все внимание в правильном направлении. Например, существует альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15-20 лет. Атлас новых профессий. Что будет активно развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие новые специалисты потребуются работодателям. Об этом в следующем сюжете. Мир меняется, меняются социальные навыки, меняются профессиональные навыки, меняются потребности. Мы максимально автоматизируем все, что только можно. Когда последний раз вы приходили в банк для того, чтобы снять деньги, да? Есть банкомат, есть карточка. То же самое с покупкой билета. Зачем ходить в кассу, да, если это все можно сделать онлайн? Соответственно, такая профессия, как кассир, насколько она будет востребована через 20-30 лет? Скорее всего, не очень. Вот альманах, атлас новых профессий, он как раз об этом. О том, какие профессии у нас будут востребованы через несколько лет, какие навыки нужны будут нашим детям, как должны меняться образовательные стандарты. В этом атласе есть профессии, которые сейчас уже зарождаются или уже существуют? Или там абсолютно какие-то новые, которые мы раньше не подозревали об их существовании? Вот смотрите, да, если мы возьмем направление, да, в атласе, я вот специально взяла, возьмем, допустим, медицину. Мне очень понравилось, мы сегодня смотрели консультант по здоровой старости, да? Сколько внимания мы сейчас уделяем. Республика Коми, проект «Третий возраст». Сейчас это общественная деятельность. В ближайшем будущем это консультант по здоровой старости. Вполне себе самостоятельная профессия, да, получается? Конечно. Биотехнологии, сити-фермер. Почему нет? IT-сектор. Есть, конечно, профессии, которые вызывают, может быть, недоумение на данный момент. Например, какую? Можете ее назвать? Например, IT-проповедник. Да? То есть мы тут же начинаем думать, что же это такое. Хотя на самом деле речь идет о человеке, который рассказывает, что IT-технология это доступно, это качественно, и почему бы ими не пользоваться. Мне, в свою очередь, очень нравится такая специальность в области образования, как разработчик образовательных траекторий. Да? Когда не сам ребенок думает о том, вернее, его родители думают о том, чем же он в дальнейшем хочет заниматься, они приходят к специалисту, который выстраивает для него образовательную технологию. Это дополнительное образование, это высшее образование, да, это дополнительное образование уже на более высоком уровне. Потому что человек говорит, я в конце, да, хочу обладать вот этими навыками. Все возможно.
Что сейчас вот здесь происходит? Я так понимаю, что идут игры, да? Да. Какова их цель и в чем их суть? Вот такой комплект настольных игр и профориентационных уроков. Распространяет его как раз агентство. Это не реклама, я считаю, что это вообще должно быть в каждой школе, потому что это уникальная вещь. На данный момент выпущено только 100 комплектов. И вот нам посчастливилось, что как раз в силу того, что мы работали с агентством, один из комплектов мы получили. У нас здесь идет одновременно 3 игры. Специалист будущего, компас будущих профессий и наша взрослая аудитория. Она у нас играет в профессиональное лото, где они как раз могут понять, насколько они готовы вот к тому миру, который предлагает Атлас и который предлагают разработчики данного комплекта. И мы бы очень хотели, конечно, мы сейчас являемся еще и так называемыми апробаторами, да, того, что происходит. Нам бы очень интересно всегда понимать, как дети, как взрослые воспринимают вот этот вот мир будущих профессий. Цель игры какая основная? Основная цель игры – это понять, это познакомиться с миром будущих профессий, понять свое место в нем и уже сейчас для себя определить вот те знания и навыки, которые у вас есть, они достаточны для того, чтобы быть успешным в этом мире или нет? И что надо сделать для того, чтобы вам в этом мире быть успешным? Как это вообще все можно выучить? Вопрошают в отчаянии студенты и школьники, открывая какой-нибудь толстый учебник накануне очередного экзамена. Как взять себя в руки и не волноваться? Что делать, если я совсем ничего не помню? Да, во время сессий, переводных и тем более выпускных экзаменов нервное напряжение охватывает всех. И тех, кто, в общем, интересовался учебным процессом, и тех, кто знакомство с предметом оттягивал до последнего. Но вот решающий момент наступил. Как успешно сдать экзамен, а самое главное – справиться со стрессом перед этим событием? Сейчас узнаем. Май и июнь. Жаркая пора не только по календарю. Выпускники сдают ЕГЭ, студенты – летнюю сессию. И вопрос снятия стресса перед испытаниями особенно актуален. Откуда берется экзаменационный стресс? Есть несколько факторов. Интенсивная умственная деятельность, нагрузка на одни и те же мышцы и органы из-за долгого сидения за учебниками, а также нарушение режима сна и отдыха. Но главный фактор – это отрицательные переживания. Уменьшить тревожность помогут проверенные способы. Перестаньте себя накручивать и думать о возможном провале, как о конце света. Скорее всего, последствия неудачи не так страшны, как кажется. В таких случаях неплохо действует девиз «Что не делается, все к лучшему». Чтобы человек не волновался, успеет ли он выучить все до часа X, следует составить план подготовки к экзамену и следовать ему. Во-первых, он будет четко видеть свои реальные успехи и чувствовать, что держит ситуацию под контролем. А во-вторых, такая система защищает от откладывания из-за волнения серьезных и самых неприятных задач на потом. Если из-за переживаний и умственных нагрузок нарушился сон, можно выпить легкое успокоительное. Пара таблеток пустырника или валерьянки не помешают и непосредственно перед встречей с экзаменатором. Главное, не переусердствуйте с дозой. Хороший способ написать шпаргалки. Конечно, никто не призывает идти на экзамен в надежде списать, но наличие в кармане, рукаве, ботинке мелко исписанной бумажки придает уверенности. А если что-то забудется в критический момент, то есть запасной вариант. Кроме того, в процессе написания шпоры освежите и систематизируйте знания, но только в том случае, если делаете ее самостоятельно. Придут на помощь физические нагрузки. Даже несколько минут, потраченные на махание руками и ногами, позволят выпустить пар и дадут немного отдохнуть голове. Отлично, если в доступе есть боксерская груша или просто подушка. Пусть нервничающий отлупит ее изо всех сил, почувствует себя победителем, способным справиться с любыми трудностями, не то что с каким-то там экзаменом. Подготовить заранее все, что может пригодиться в день экзамена. Документы, одежду, сумку, шоколадку для поднятия настроения, чтобы в последний момент не пришлось ничего искать. Так вы будете спокойнее, зная, что идете на экзамен в полной боевой готовности, не забыв ничего важного. Если есть возможность, примите душ. Текущая вода отлично снимает физическое и нервное напряжение. Или хотя бы смочите лицо, чтобы остудить эмоции.
Не забудьте прихватить с собой бутылочку воды. Несколько глотков помогут справиться с пересохшим горлом и дрожащими руками в самый ответственный момент. Быстрый способ снизить градус нервного возбуждения – дыхательные упражнения. Научитесь медленно и глубоко вдыхать, расправив грудную клетку и считая до 5. А потом также выдыхать, пока не полегчает. Размеренные действия и насыщение мозга кислородом помогут одолеть даже приступ паники. Не забудьте выспаться. Быть в хорошей физической форме с ясной головой важнее, чем прочитать еще раз то, что вы уже, кажется, читали. Никогда не сравнивайте себя ни с кем. Это неправильно, потому что вы – это вы со своими собственными сильными и слабыми сторонами, навыками и чертами характера. Может быть, вы иногда и не справляетесь с трудностями, но знаете, что сделали все, что было в ваших силах. Делайте то, что можете. И ни пуха, ни пера на экзаменах. Берегите нервы и приумножайте счастье. Учитесь зарабатывать и тратить. Окружайте себя тем и теми, кто дорог. В общем, наслаждайтесь жизнью. Скоро увидимся.